Глава республики в своем еженедельном обращении рассказал о работе, которую проводит правительство для повышения инвестиционной привлекательности региона, для создания новых производств, а значит и развития республики. Уважаемые жители республики, Бурлун, добрый день. Сегодня расскажу о работе, которую проводит правительство республики для повышения инвестиционной привлекательности региона, для создания новых производств и, соответственно, новых рабочих мест в Республике Коми. Вы знаете, что это основная задача правительства, и буквально несколько недель назад мы докладывали в Госсовете, и упор именно на это, что мы должны привлечь инвестиции и создать рабочие места, тем самым перезапустить экономику Республики Коми. Итак, Республика Коми, впрочем, как и другие субъекты России, имеет задолженность по бюджетным кредитам перед Российской Федерацией. Федеральное правительство в октябре 2020 года утвердило новый механизм для тех регионов, которые хотят работать, которые хотят развивать свои регионы, новый механизм погашения этой задолженности, направляя высвобожденные средства на создание объектов инфраструктуры для новых инвестпроектов. Здесь тоже поясню, инвестор не может прийти просто в чистое поле. Инвестору нужны дороги, инвестору нужны подведенные сети, а соответственно это и называется инфраструктура, которую в этом проекте, который правительство России дало возможность отрабатывать субъектам, по сути, из своих задолженностей бюджетных превращать их в прибыль для субъектов. И еще налоговые поступления, которые должны идти в федеральную казну от этих реализованных проектов, будут компенсировать бюджетные кредиты, которые мы сегодня, как Республика Коми, как и другие субъекты, перед правительством России имеем. Такая своевременная и стимулирующая мера действительно очень важна была, поэтому я поручил Министерству экономического развития и промышленности республики проработать вопрос и предложить ряд проектов для реализации. Работа была проведена, причем проведена была в очень сжатые сроки, и 30 декабря прошлого года республика одним из первых в стране, мы подали заявку в Минэкономразвития России, причем по 5 новым инвестиционным проектам. Все они согласованы Министерством финансов и Министерством экономического развития России. Получили поддержку правительства Российской Федерации. Также заявка была обязательно утверждена Президиумом правительственной комиссии по региональному развитию. Комиссию эту возглавляет заместитель председателя правительства России Марат Шакирзянович Хуснуллин. Поподробнее, что за проекты мы представили в правительство Российской Федерации. Это проекты в сфере добычи, обрабатывающего производства, жилищного строительства. И как конкретика, вы знаете, что мы достаточно много говорим о том, чтобы моногорода наши, Инта, Воркута, получили новый стимул развития. Так как раз один из инвестпроектов – это возведение в Инте завода по производству карбидов и ферросплавов. Создание горно-рудного инновационно-промышленного комплекса и комплексного производства по извлечению, переработке и утилизации нефтешламов с последующей рекультивацией загрязненных территорий, модернизация лесопильного производства в Сыктывкаре, а также застройка территории в центре столицы республики. Речь идет об участке в границах улиц Юхнина, Орджоникидзе, Карла Маркса, Оплеснина, Октябрьский проспект. Реализация этих проектов позволит создать дополнительно 763 рабочих места. А общий объем инвестиций составит более 9 миллиардов рублей. Объем налоговых поступлений в федеральные и республиканские бюджеты за 10 лет инвестпроектов составит более 12 миллиардов рублей. Мы со своей стороны на высвобожденные средства планируем построить дороги, водопроводные, электрические, газораспределительные сети, что позволит инвесторам быстрее приступить к реализации проектов. Высвобождается немалая сумма, чуть более миллиарда рублей. Это сумма ежегодных платежей по бюджетным кредитам.
Благодаря новому механизму мы вложим эти деньги в развитие новых производств, а следовательно в развитие республики. В апреле на сессии Госсовета мы планируем внести соответствующие изменения в республиканский бюджет. Также мы обратились в правительство России и лично к Марату Шакирзяновичу Хуснуллину с предложением расширить возможности механизма вот такого погашения вот этого бюджетного кредита. Речь идет о том, чтобы направить высвобождающиеся средства не только на возведение новой, но и на модернизацию имеющейся инфраструктуры, а именно на строительство промышленных зданий, сооружений, а также на создание инженерной, транспортной, социальной и другой инфраструктуры особых экономических зон. Для нашей республики такая поддержка очень востребована. Сегодня мы работаем над созданием новой особой экономической зоны промышленно-производственного типа в лесоперерабатывающей отрасли. И нашу инициативу уже поддержал министр промышленности и торговли России Денис Валентинович Мантуров. Это первые, но уверенные шаги правительства Республики Коми не на словах, а на деле. Начало подъема промышленного и экономического потенциала Республики Коми.